Тагайби мечтал о единстве народа, мечтал о суверенном и независимом государстве. Однако эти мечты пришлось отложить. Центральная Азия в 17 веке сталкивается с джунгарами. Джунгарское ханство – это последняя кочевая империя. Состояла из монголоязычных ойротов. Тюркские народы назвали их калмыками. Джунгарское ханство было основано в 1635 году. Зюнхар значит «левое крыло». Это народ, который составлял левое крыло армии Чингисхана. Чингисхан относился к джунгарам очень уважительно и даже выдавал замуж своих дочерей за ойрот калмыкских предводителей. После падения Моголистана и многих других государств, принадлежавших потомкам Чингисхана, в кочевом мире образовался вакуум, который заполнили джунгары. Войны с джунгарами – это второй этап противостояния кыргызов монгольским племенам. Это государство, которое доставило очень много неудобств кыргызскому и казахскому народам. В войнах с джунгарами кыргызы временами вынуждены были отступать на юг в Ферганскую долину, а казахи на запад, к Каспийскому морю. С попеременным успехом война шла вплоть до середины 18 века. Первые набеги джунгар сдерживал внук Тагайбия Дөлөс-Батыр. Позже кыргызы вступили в союз с казахами и узбеками для вытеснения джунгар из разных частей Центральной Азии. В течение всего 17 и середины 18 века происходили постоянные военные столкновения. Пик этих столкновений пришелся на период с 1723 года, когда был захвачен восточный берег Иссык-Куля, и до 1727 года, когда пала ставка казахского лидера, город Туркестан, и союзные войска вынуждены были отступить. Предводитель кыргызов в очередной раз откочевал в Фергану. Джунгары почти всегда имели более лучшее техническое оснащение, нежели казахи и кыргызы. У них были пушки и ружья, тогда как армии кыргызов и казахов орудовали луками, копьями и саблями. Переломный момент в борьбе с джунгарами настал в 1758 году, когда с востока на них напало цинско-маньчжурское государство и истребило 70% населения джунгарского ханства. В результате этого часть джунгар бежала на Иссык-Куль и осела вокруг Каракола, образовав там калмыкскую диаспору, которая живет там по сей день. Так в составе кыргызов появилось племя калмак. Это еще один случай смешения монгольских и кыргызских племен. Кыргызам и казахам же это дало возможность заново заселить территории, утраченные в результате войны с джунгарами. На территории современного Кыргызстана есть еще свидетельства пребывания джунгар. Это перевалы, которые носят название Калмак-Ашу. Кыргызы прозвали их так, потому что джунгарская армия ставила военные посты на этих перевалах. Со смертью джунгарского ханства исчезла последняя кочевая империя и последний сдерживающий фактор экспансии Китая на север. В свое время Китай сдерживали гунны, тюрки и уйгуры. А Чингисхан и вовсе захватил Китай. С одной стороны, падение джунгарского ханства дало возможность кыргызам сохраниться как нации. С другой стороны, дало возможность Китаю двинуться не только на север, но и на запад, захватить места проживания кыргызов, такие как окрестности Кашгара. После тысячелетнего сна, после Таласской битвы, в 1751 году спящий дракон проснулся. Движение уже цинско-маньчжурского Китая способствовало налаживанию контактов кыргызов с Российской империей, так как нашествие китайцев на джунгар показало всю их жестокость и вызывало опасения у местных народов.